Международный фестиваль «Ритмы мира» объединил города России и зарубежья. По технологии Видикор был организован двусторонний телемост с барабанщиками из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Беслана и других городов России. Трансляцию фестиваля онлайн могли наблюдать в любой точке мира, где есть интернет. Подключилась к международной акции 8000 барабанщиков школа номер 8 города Беслана. Сюда побарабанить вместе за мир во всем мире приехал ансамбль «Ритмы гор». Целый час непрерывно и синхронно звучали латиноамериканские, арабские, австралийские, бразильские, уральские и, конечно, кавказские ритмы. По древней легенде североамериканских индейцев племени Отоми, когда 8000 барабанщиков соберутся вместе, настроятся на пульс планеты и сыграют единый ритм, на Земле наступит мир и гармония, а вот услышать их поможет интернет и современные технологии видеосвязи. Нам была предоставлена возможность участвовать в таком замечательном мероприятии, которое транслировалось на весь мир. В прямом эфире шла онлайн-трансляция этой акции. Если голос моих детишек сегодня услышал весь мир, то представляю я, как это ценно, как это важно, что мы голосуем за мир, что мы, несмотря на все трудности, которые пришлось пережить Беслану, готовы встать вровень со всей планетой и говорить, что мы не допустим больше зла на планете. В День России 13 молодых приставов приняли присягу. На мемориале славы прошло их торжественное принятие на службу. С приветственным словом к вновь прибывшим обратилась главный пристав Северной Осетии Светлана Гацоева. Она поздравила их с прибытием на ответственную службу и пожелала всегда стоять на защите правосудия. Принявших присягу пришли поздравить и представители городской администрации, ветераны Великой Отечественной войны и спецслужб, а также бывший главный пристав республики Валерий Козаев. В этот же день медали за высокие достижения в работе получили 23 пристава, а почетными грамотами были награждены 9 ветеранов службы судебных приставов. Солнечный Владикавказ в свой день рождения встретил знаменитый московский цирк на воде «Аква». Талантливые артисты и экзотические животные готовы удивить и порадовать искушенных владикавказских зрителей. Шоу-труппа несколько дней назад приехала из Нальчика, где собиралась зрительские аншлаги. Премьера цирка на воде во Владикавказе состоится 14 июня на площадке на пересечении улицы Московской и проспекта Доватора. Подготовка проходит, слава богу, хорошо. Уже смонтирован бассейн, как вы видите, уже смонтирован цирк. Сейчас монтируется световое оформление, звук. Монтируются какие-то цирковые реквизиты, чтобы к премьере все было готово. Надеюсь, что мы успеем и все пройдет на высшем уровне. Сотрудники Северо-Остинского отряда специального назначения Федеральной службы исполнения наказаний успешно выступили на Кубке мира по пауэрлифтингу в городе Сочи. Рафаэль Буклов и Сослан Елоев стали абсолютными чемпионами в своих весовых категориях. Их успех удивителен, учитывая то, что пауэрлифтинг в нашей республике еще не развит. Наши спортсмены выступают на престижном турнире уже не впервые и каждый раз возвращаются на родину с медалями. Параллельно с Кубком мира в Самаре проводился Всероссийский чемпионат Федеральной службы исполнения наказаний по дзюдо. В нем также принял участие сотрудник Остинского спецназа. Из-за полученной травмы Давид Абаев не сумел в полной мере выложиться на татами, однако, несмотря на повреждения, ему удалось завоевать бронзовую медаль. Подобные соревнования помогают сотрудникам силовых ведомств находиться в оптимальной форме, что для их профессии немаловажно. Thank you.